Чеченской Республике конкурс «Золотое перо» проходил 8 раз, насколько мне память не изменяет. Первый раз я участвовал в этом конкурсе в 2007 году, и церемония награждения проходила в Гудермесе. Я победил тогда, победил, как сказать, я занял второе место. А потом еще раз занял вторые места. Но следующие церемонии награждения проходили в театрально-концертном зале. Сейчас этот зал переименован, и там работает наш государственный чеченский театр имени Ханбашы Нурадилова. Фотоконкурсы – это очень нужное и очень важное событие в жизни любого и профессиональных фотографов, и любителей. Они тоже имеют право участвовать в таких конкурсах. То есть все конкурсы, как правило, проходят в конце года, и как бы подытоживание своей работы, рабочего процесса за прошедший год. И здесь как раз проявляется тот самый момент, и сам сначала фотограф видит, что он сделал за прошедший год. А по результатам конкурса уже и конечный итог. Если фотограф победил, значит год успешный. Я про себя вот так рассуждаю эти вещи. Вспоминается мне такой комичный момент, когда в зале присутствовали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, полномочный представитель Российской Федерации в СКФХО Александр Хлопонин, известная фигуристка Ирина Роднина. То есть в зале присутствовало очень много таких известных людей, и я как-то, когда мне дали слово, зал неспроста засмеялся, когда я сказал. У меня такое ощущение, что меня прописали на второе место постоянно на этом конкурсе. Мне каждый раз я вспоминаю этот случай, мне хочется так вот, знаете, вот улыбаться. Да, что делать? Так жюри распорядилось, что 4 раза подряд мне присуждали второе место. Впоследствии я выиграл 2 раза этот конкурс, уже был на первом месте. Видимо, жюри услышало все-таки мое такое замечание со сцены театрально-концертного зала. А так я участвовал дважды в фотоконкурсе «Лучшая фотография Россия Best of Russia». Я там тоже становился победителем. И, в общем-то, первая моя победа это была, когда я участвовал в конкурсе «Евразия. Социальный портрет». Это очень престижный конкурс, и церемония проходила в Доме журналистов в Москве. Да, в общем-то, вот так вот. И были и другие победы на других конкурсах. Вот я начал весь этот разговор с того, что каждый конкурс – это уже подведение итогов своей работы фотографа. Фотографа или же оператора, неважно, пишущего корреспондента. То есть любой журналист, участвуя в конкурсе, он подводит итоги своей работы. А вообще, да, фотография, мы знаем, это профессия интересная, она захватывает. Фотограф, который занимается этим ремеслом, он никогда спокойно не может жить без
фотокамерой. Он постоянно в поисках. Здесь фотографировать надо все, что нас окружает, да, и природа, и архитектура, какие-то спортивные мероприятия. Вот если корреспондент пишет какие-то вот репортажные работы, делает по политическим событиям, там и много-много другого, да, все, что от нас окружает. Особенно вот интересные бывают, вот, конечно, фотографии про животных. Однажды я в зоопарке фотографировал, и я обратил внимание, женщина под мышкой держала как-то вот неуклюже купленный лаваш, а я фотографировал, я устремил свой взгляд на ламу, которая вот так вот все время что-то высматривала людей, а люди высматривали ее и других животных, а она высматривала людей. Очень любопытная лама оказалась. И вот в какой-то момент эта лама успела у этой женщины выхватить этот лаваш, и получился чудесный у меня кадр. Вот эти такие моменты, конечно, когда выхватываешь вовремя, да, получается, конечно, зрелищно интересная фотография. То есть я поэтому и говорю, вот, надо вот фотографировать все, что может. Ну, можно вот из окружающего нас мира. Это все есть фотография. Так что берите камеры, фотографируйте. Это всегда интересно.